Сегодня в России и в некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. С праздником работников, ветеранов строительной отрасли Ингушетии поздравил глава региона. От души поздравляю всех, кто посвятил себя самой созидательной и мирной профессии, кто своим трудом и мастерством дарит радость новоселья землякам и соотечественникам. Жители Ингушетии с давних времен были и остаются превосходными знатоками качественного строительства любых самых сложных объектов. Сегодня в данной отрасли у нас трудятся высококвалифицированные инженеры и проектировщики, мастера и специалисты высокого класса. В настоящее время в республике отмечается положительная динамика в сфере жилищного строительства. В эксплуатацию вводятся десятки тысяч квадратных метров жилья. В селах и городах Ингушетии появляются высокие и красивые многоквартирные жилые комплексы. Также наблюдаются стабильные успехи в сфере индивидуального жилищного строительства. Строительный сектор – один из двигателей экономики Ингушетии, реализующий масштабные проекты, наращивающий практические и технологические возможности. Благодаря кропотливому и ответственному труду наших строителей в настоящее время Ингушетия богата новыми домами, заводами, промышленными и социальными объектами. Это свидетельство вашего добросовестного и отличного труда на благо родной республики. Радует, что у нас в сферу строительства приходит талантливая и целеустремленная молодежь, которая продолжит и приумножит лучшие традиции ветеранов отрасли. В Ингушетии проверили автомобили, используемые для доставки лекарств и перевозки маломобильных граждан. Особое внимание уделяется инвалидам первой группы, паллиативным и маломобильным пациентам. Проверяется наличие документов, техническое, санитарное состояние транспорта, его оснащенность и соблюдение правил перевозки. Министр здравоохранения Республики Ингушетия Зара Албакова поручила главным врачам организовать адресную доставку льготных лекарств на дом и транспортировку пациентов в медучреждения для обследований. Ингушетия примет участие в фестивале культуры и спорта народов Юга России, посвященного 80-летнему юбилею Великой Победы. Мероприятие пройдет в Севастополе. Предварительные даты проведения с 4 по 7 сентября текущего года. Ожидается участие команд, представляющих Южный и Северокавказский федеральные округа, а также исторические регионы Российской Федерации. Программа соревнований включает в себя несколько дисциплин: армрестлинг, перетягивание каната, самбо, метание спортивного ножа, стрельба из лука и другие. 47 участников из Ингушетии поедут на Всемирный фестиваль молодежи в Нижний Новгород. С 17 по 21 сентября там соберутся более 62 тысяч человек из 175 стран. Большинство зарубежных заявок на участие поступили из Марокко, Узбекистана, Индии, Эфиопии и Пакистана. Всемирный фестиваль молодежи – главное событие года в сфере международного молодежного сотрудничества. Слет пройдет в формате интерактивной модульной площадки. Участников ждут иммерсивные шоу и мастер-классы от ведущих экспертов. Молодые люди смогут испытать себя в экстремальных видах спорта. Домашнее задание школьников в нынешнем виде изжило себя, считают в Госдуме. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, задания на дом должны носить исследовательский или творческий характер, давать ребенку навыки более глубокого изучения тем и формировать критическое мышление. Большинство депутатов Государственной Думы считают, что школьники перегружены. В среднем за учебой они проводят по 8-10 часов в день, отметил в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы. К вопросу чрезмерной нагрузки на школьников в Госдуме планируют вернуться в следующем месяце. Алим Арсамаков одержал уверенную победу в суперсхватке международного турнира по джиу-джитсу. Соревнования проходили в Казахстане. Наш спортсмен выступил в разделе ГИ весовой категории до 77 килограммов. Алим Арсамаков продемонстрировал высокий уровень техники и тактической подготовки, одержав победу над Батырбеком Уулу Денизом. Итоговый счет по баллам 7-0 в пользу Арсамакова.